В 2023 году впервые за 48 лет существования города Нерюнгри открылся молодежный центр. Идея объединить все молодежные движения и творческие направления под одной крышей существовала в Нерюнгри около 20 лет. И по инициативе главы города Ильи Гудошника и его команды в самые кратчайшие сроки удалось реализовать этот замечательный замысел. Молодежь Нерюнгри наконец-то получила свой настоящий второй дом. Событие, которого ждал я лично 18 лет. С дня того, когда я начал заниматься молодежной политикой. Это место тусовки молодежи. Место там, где молодежь может развиваться, спорить, творить, проектировать. Я счастлив, потому что мы за очень короткие сроки создали практически невозможное. Строители действительно показали свой уровень, и действительно это была показательная работа. Они работали и днем, и ночью. Я надеюсь, и даже не так, я верю в то, что этот молодежный центр будет лучше на территории Республики Саха-Якутия. Он будет полезен для всей молодежи города и района. И за счет этой молодежи мы потом можем строить будущее города, района, республики и всей Российской Федерации. В здании на площади 350 квадратных метров расположились просторный зал со сценой для проведения мероприятий, конференц-зал, где проходят различные семинары, мастер-классы, выставки, форумы, образовательные мероприятия. У нас появилось такое место в городе, где мы можем сделать максимальную наполняемость из некоммерческих организаций, общественных объединений, просто самостоятельных активистов, которые могут наконец-то совершенно бесплатно и без проблем проводить свои мероприятия, реализовывать свои идеи. В этом году молодежный центр города Нерюнгри отметил свой первый день рождения. Нам уже исполнился год. На самом деле это был и очень интересный, и в чем-то даже тяжелый, очень насыщенный год в связи с тем, что мы на самом деле начинали все с нуля, потому что такого места в городе еще не было. Техзадание было достаточно простое, то есть здесь должно быть место привлекательное для молодежи, привлекательное также для детей, для взрослых людей. Понятно, что это в первую очередь молодежный центр, но мы должны охватывать все возраста. Мы пробовали разные механики, мы на поток поставили различного рода мероприятия, привлекли достаточно много людей, которые на постоянной основе посещают молодежный центр. Каждый день мы развиваемся, каждый день мы привлекаем разных людей, разные организации, чтобы они тоже совместно с нами вели здесь деятельность, потому что помещение действительно клевое, ресурс у нас большой, и мы очень хотим, чтобы для всех слоев населения, для всех людей, которые к нам приходят, было все весело, интересно, познавательно. Ведем мы деятельность по совершенно разным направлениям, то есть это начиная от локального и глобального патриотизма, заканчивая культурно-развлекательными мероприятиями. Мы ведем деятельность на бесплатной основе, это самое главное. Это значит, что каждый человек, который, допустим, не может себе позволить ходить на платные мероприятия, может с удовольствием прийти сюда и получить те знания, те навыки, которые мы можем предоставить на бесплатной основе. Это очень здорово, потому что очень много детей к нам ходят из неблагополучных семей, многие дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации, и они здесь получают поддержку, они здесь получают развитие, и им очень нравится то, что они могут приходить сюда и чувствовать себя в первую очередь комфортно, чувствовать себя нужными и важными. Как показывает практика, в Нерюнгри и Нерюнгринском районе, в принципе, находится очень-очень много творческих людей. Мы, в свою очередь, проводим достаточное количество творческих мероприятий, как для поэтов и музыкантов, также для художников, прикладное какое-то искусство используем. То есть у нас здесь проходят мастер-классы, у нас здесь имеется, на базе молодежного центра работает клуб ролевого костюмированного творчества. Это не только про косплей, это и про пошив одежды, это и про какие-то декоративные вещи, которые можно сделать самостоятельно. То есть здесь развитие идет комплексное. И в рамках этого клуба дети могут приходить даже не учиться делать косплей, а учиться рисовать, учиться как-то артистически подавать себя. То есть у нас проходят также мастер-классы по актерскому мастерству. Что это дает? Это дает в первую очередь уверенность в себе, дает определенного рода раскрепощенность, чтобы ребенок или взрослый человек чувствовал себя комфортно в обществе. Каждое наше мероприятие, каждый мастер-класс, они нацелены именно на развитие каждого человека, который сюда приходит. Нацелены на то, чтобы он мог проявить себя и найти таких же близких по духу ему людей.
Также в молодежном центре есть такое направление работы, как профориентационное. Мы сотрудничаем с разными организациями. То есть, если мы уже говорим о творчестве, у нас проходили мастер-классы именно по направлению творческих людей, которые зарабатывают творчеством, а также мы очень большой упор делаем именно на государственные структуры, потому что это очень важный аспект. Это очень важно, чтобы люди приходили туда работать на службу именно в МВД России, в МЧС, в ЦРБ, чтобы у нас было больше молодых и качественных кадров. У нас на базе молодежного центра уже неоднократно проходили мероприятия с ГИБДД, с МВД, с МЧС России. То есть это именно профориентационные показательные мероприятия, чтобы заинтересовать людей, детей, которые находятся сейчас, заканчивали на тот момент 9, 10, 11 класс, чтобы они, возможно, рассмотрели возможность поступления именно в высшие учебные заведения и средние специальные именно по направлению деятельности этих структур. Ежедневно площадки центра посещают десятки гостей. Обычно на мероприятие собирается от 20 до 80 человек, что свидетельствует о большом интересе к мероприятиям, проводимым в его стенах. Молодежный центр в 2023 и 2024 году стал невероятно востребованным местом среди молодежи. Здесь собираются различные сообщества. Это и клуб любителей театрального искусства и настольных игр. Это клуб Бордо, которые здесь собирались в течение всего года. Это ребята, которые увлекаются киберспортом. Сейчас мы планируем еще несколько мероприятий, и ежедневно мы наполняем это пространство интересными событиями, и которые невероятно востребованы среди молодежи. Финансирование центра осуществляется за счет бюджета Нерюнгринской городской администрации, а также планируется участие в федеральных грантовых программах. Все мероприятия абсолютно бесплатны для гостей. Молодежный центр стремится стать не просто местом для проведения развлекательных мероприятий, но и центром развития личности и профессиональных навыков молодежи. Так, в стенах центра был проведен конкурс проектов «Молодежная инициатива» с номинацией «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни». Главная цель идеи – развитие творческой деятельности, социальной практики, а также создание условий для развития потенциала молодых людей. Какие планы о развитии? Действительно, развитие будет, потому что мы сейчас подтягиваем как можно больше проектов в молодежный центр, стараемся на молодежном центре завязать максимально большое количество мероприятий. Мы планируем приглашать спикеров сюда, которые будут преподавать, которые будут вдохновлять нашу молодежь и вообще растить из этого молодежного центра молодое поколение управленцев, потому что сейчас у нас действительно дефицит кадров не только в Нерюнгринском районе, вообще во всей стране. И если мы не вырастим из молодых людей, тех людей, которые смогут принимать решения, которые смогут отвечать за свои поступки, за поступки фактически городов, районов республики, то если мы этот момент упустим, это, конечно, будет плохо. Действительно, мы хотим вырастить кадровый потенциал, который будет работать на благо Нерюнгринского района и города Нерюнгри. В молодежном центре предоставляются консультации по трудоустройству, образованию, психологической поддержке и другим важным вопросам, которые могут стать помощью и поддержкой для молодых людей. В том числе речь идет и о профориентации. Такие лекции с представителями различных структур организовывает молодежный центр города Нерюнгри для выпускников. Выступающие рассказывают ребятам о своей профессии, о требованиях, условиях поступления и возможностях для обучения. И меня пригласили для того, чтобы провести ознакомление с нашей общественной организацией, которая как раз-таки заложена профориентация для школьников и студентов. Это организация Всероссийский студенческий корпус спасателей. Ребята, которые к нам приходят, они самоопределяются в будущем по профессиям пожарный, спасатель или уже медик. Местное отделение движения первых буквально сразу при открытии молодежного центра стали его резидентами. Здесь базируется, скажем так, сердце движения именно местного отделения «Совет», местного отделения. Здесь проходят встречи с Советом первых. Это наши ребята, представители различных первичных учреждений, наших первичных отделений, которые открыты на территории Нерюнгринского района. А также здесь мы проводим мероприятия, которые объединяют по интересам ребят, молодых людей. И это замечательная площадка. Ну, действительно, что можно придумать лучше? Находиться в центре города, и все дороги ведут именно сюда. Практически еженедельно во время учебного года
а то и несколько раз в неделю здесь проходили мероприятия, посвященные реализации проектов движения первых. И на данный момент в летний период также работа продолжается, потому что молодые люди остаются в городе, им интересно продолжать свою деятельность, занимать активную позицию, и особая работа в стенах центра ведется, конечно, с волонтерскими отрядами. И это для них уже такое пристанище, место, в котором они находят и друзей, и возможность делать полезные дела для нашего замечательного города. На регулярной основе в молодежном центре проходят различного рода мастер-классы. Сегодня прошел мастер-класс по актерскому мастерству. Нас собралось 15 человек, желающих было гораздо больше, поэтому нам пришлось открыть второй дополнительный день. Через неделю мы соберем еще одну группу, но, как показала практика, что те, кто занимались сегодня, они хотят прийти еще и еще, поэтому наверняка придется сделать наши встречи регулярными. Мы поработали над техникой речи, над логикой речи, над актерским мастерством, над сценическим движением, над ритмом, фантазией. Вот. Участники остались очень довольны, я осталась очень довольна. Спасибо всем, кто пришел. Здорово, что у нас есть такой центр молодежный, который может вот так нас всех собрать и реализовать наши какие-то творческие порывы. Участники совершенно другого мастер-класса получили от Игоря Косынкина, импровизирующего музыканта, знания о том, как работает концепция ритма и пульсации, узнали о технике сосредоточения и многозадачности при игре. Я музыкой себя гармонизирую, научился уже прям и стресс убавлять, и наоборот как-то вдохновлять себя на танцы, на движение, на что-то такое. То есть я с музыкой очень давно, и с 19 лет я преподаю ее. Вот, я преподаю гитару. Но потом я научился играть на барабанах, научился петь, научился всякие вокальные пульсации делать, гитарные пульсации, барабаны. Ну, то есть я импровизирующий музыкант. Вот я могу просто взять в руки инструмент, и я могу вот спокойно подыграть чему-нибудь, где там есть какой-нибудь проезжающая машина играет, я могу подыграть на теле, подпеть, подыграть на барабане и спокойно вот влечь в этот поток. Это такая история классная, которая внимательность прокачивает. Я от мыслей ухожу в тело, когда играю. И вот это один из главных принципов, когда психика, она начинает успокаиваться. И вот мне хочется транслировать эту идею дальше, чтобы музыканты, которые не просто там хотели играть там Виктора Цоя или еще, это все классно, здорово, но это как бы очень маленький спектр, чего можно взять от музыки. Вот можно просто намного шире это брать и прям сделать на себя такую прям огромную психотерапевтическую задачу от музыки и ее получать с помощью музыки. В практической части участники попробовали себя в коллективной игре простых ритмов. С добавлением ходьбы, озвучиванием счета и диалога научились подключать чередование ведущих рук и отдельной ритмики. Мне безумно понравилось, энергетика прекрасная. Игорь доносит информацию внятно, конкретно, все лаконично, четко. Очень нравится практика. Ощущать на себе ритмы тела, себя простукивание. Это очень здорово для эмоций. Ну, какой-то вот энергоресурс поднимается, вдохновляешься, ты прям взбадриваешься. В общем, очень круто, мне нравится. Атмосферно. Еще один мастер-класс по поингу вызвал большой интерес у нерюнгринцев. В рамках встречи арт-коллектив «Северное сияние» показали готовые номера со световым инвентарем и обучили участников базовым элементам поинга. Мы хотим найти себе единомышленников, потому что хочется развиваться, расти и показывать ребятам и учить людей новому, учить людей быть творческим, заниматься спортом, но одновременно, скажем так, творческим спортом, да, в котором нет границ. Ученики «Северного сияния» ассистировали весь процесс и помогали новичкам правильно выполнять элементы. Каждый участник получил сертификат о прохождении мастер-класса и массу положительных эмоций. Мне очень это интересно, поэтому, так как я видела это в интернетах, в Владивостоке смотрела эти шоу, и очень нравится наблюдать. И самой хотелось бы попользоваться. У меня две подруги здесь занимаются, и они очень часто рассказывали об этом. Я очень часто бываю на их выступлениях, и появилось желание
Подружка предложила, пойдешь, я так, ну пойдем сходим, посмотрим, может чему научусь, может в будущем тоже сюда пойду заниматься. Это экстрим. Это просто, одним словом, это экстрим. Это адреналин, это наоборот прикольно. Ты рискуешь собой, зато радуешь и веселишь чем-то людей. Сегодня на базе молодежного центра работает клуб ролевого костюмированного творчества. Здесь собираются заинтересованные в косплее люди. Участники клуба в костюмированной игре воплощают персонажа, развивая творческие навыки и свою фантазию. Кроме того, ребята получают или развивают уже имеющиеся навыки по бутафории, покраске, шитью и изготовлению костюмов. Я как бы дала идею организации клуба косплея. Очень давно искали, очень давно хотели, потому что движение косплея набирает огромную популярность в последнее время. Много людей подтянулись к субкультуре, а в Нерюнгри не было ни одного такого места, где можно было бы, допустим, собираться. И вот когда мы узнали о том, что у нас есть молодежный центр, а готовилось выступление к зимнему фестивалю «Навстречу мечте», и нам было негде репетировать, и мы сюда пришли, встретили Марину, и Марина нам любезно помогла с организацией, с постановкой и так далее, выделила помещение. Ну и с тех пор мы здесь как второй дом. Изначально у нас была довольно маленькая группа, нас было немного, человек 6-7, если не ошибаюсь, ну или около того. И с появлением такого места, с организацией косплей-клуба, многие стали приводить сюда своих друзей, свои друзья приводили своих знакомых. И таким образом у нас уже, наверное, человек почти 20. У нас и до этого была небольшая группа косплееров, и как бы с организацией клуба все начали ходить сюда и подарили этому месту такой замечательный клуб, таких замечательных людей, мероприятия. В развлекательную сферу молодежного центра входит и функционирование на постоянной основе клуба ролевых настольных игр «Зеленый дракон». Культура настольных игр набирает обороты. У многих нерюнгринцев дома есть целые полки с полюбившимися играми. Оценив спрос на такое проведение досуга, молодежный центр начал на регулярной основе проводить настольные дни в Нерюнгри. В течение полугода мы проводим это уже в 4-й раз, то есть как только мы начали совместную работу с «Зеленым драконом», с клубом ДНД, то есть мы стараемся объединить, так скажем, ДНД, потому что это все-таки такая стезя, в которой еще не все что-то понимают, и, то есть поэтому мы знакомим их при помощи этих ваншотов бесплатных, абсолютно все приходят, играют. Плюсом мы ввели теперь механику как PvP-турниры, то есть это тоже интересно, мы будем делать их в разном формате, с разной тематикой, то есть насколько показала практика первый раз, ажиотаж достаточно большой, особенно те участники, которые хоть немножко знакомы с ДНД, они пришли с большим удовольствием в это поиграли, выготовили персонажей, плюсом у нас было очень много зрителей, которые действительно пришли просто посмотреть на турнир. И там уже параллельно играли в настольные игры обычные. Те, кто увлекается фэнтези или настолками, наверняка знают о ролевой игре «Подземелья и драконы» или просто ДНД. В этом году культовой настольной игре 50 лет. Как отмечают организаторы клуба ролевых игр и сами игроки, она дает мощный импульс творческому вдохновению. Настольно-ролевые игры – это в целом не то, чтобы настольная игра, это в первую очередь игра ролевая. Вы собираетесь за столом и придумываете для себя персонажей, неких альтер-эго, за которых вы бы хотели попробовать отыграть. Это не всегда будут подземелья и драконы, это может быть мир будущего, космические корабли. Вы можете быть героями, пиратами, великими волшебниками, спасающими миры, или повелителями целых звездных империй, которые планеты разрушают. Это не важно. Самое главное – это те эмоции, которые вы получите, когда будете отыгрывать того персонажа, которого вы решили взять. И в этом очень хорошо помогает толковый мастер, естественно, который описывает этот мир, то, что происходит вокруг вас, то, как мир реагирует на вас, ваши действия. И на самом деле на первых нескольких играх сильно понять не удается, но когда в дальнейшем ты начинаешь в это втягиваться и уже действительно, садясь за стол, видя перед собой буквально несколько бумажек и чарующий голос мастера, куда же без этого, ты погружаешься в это полностью и начинаешь чувствовать себя действительно каким-то рыцарем, который несется вперед. Это великолепное хобби в плане того, чтобы на некоторое время забыться, такая форма эскапизма, уйти от реальности и получить какие-то эмоции, которых в обычной жизни тебе просто не хватает. Потому что
Ну да. Из всех хобби я бы, пожалуй, сравнил только с чтением книг. Тоже ты чувствуешь что-то подобное. Но книга написана одним автором. А здесь твои действия, то, что ты говоришь мастеру, и то, как ты с мастером взаимодействуешь, это создает вашу собственную историю. Не мастер создает эту историю, все, кто сидит за столом, пишет ее. И это, пожалуй, самое великолепное. И когда история заканчивается, вот эта вот кульминация, ну, таких эмоций я, пожалуй, не испытывал ни в каком другом хобби, сколько бы ими ни занимался. Планы мероприятий молодежного центра анонсируются, чтобы молодые нерюнгринцы могли выбирать себе занятия по душе и могли проявлять также собственную инициативу. Мы хотим на базе молодежного центра открыть курсы по рисованию, курсы по видеосъемке. Мы собираемся открыть новостную студию молодежного центра, чтобы дети ходили, учились разговаривать на камеру, учились снимать и монтировать видеоролики. У нас уже есть определенная договоренность с НВК «Сахайт» Якутия-24. Мы будем совместно проводить работу для того, чтобы дети именно в этом направлении развивались и, возможно, потом рассмотрели для себя возможность работы в новостных структурах, именно в СМИ. И вот это обучение им даст именно ту подушку, которая позволит им более комфортно себя чувствовать в учебных учреждениях или в работе уже по этому направлению. Мы хотим запускать курсы по рисованию. Я прекрасно знаю, что у нас есть художественная школа, при школах есть кружки, но некоторые дети некомфортно себя чувствуют в школьных кружках по рисованию и не могут себе позволить художественную школу, поэтому на базе нашего клуба художников мы будем делать определенный ряд мастер-классов именно для детей, которые имеют определенные способности, но по разным причинам не могут себе позволить платное обучение, поэтому мы их будем учить рисованию здесь, на базе молодежного центра. Также мы постепенно идем к тому, чтобы формировать волонтерский корпус молодежного центра, чтобы это было качественное обучение детей именно вот этому вот направлению волонтерской деятельности в структуре того, что это очень полезная, социально значимая работа на самом деле. И потом, когда человек начинает заниматься волонтерством, он в итоге получает те навыки, которые ему пригодятся в жизни, даже если он далее не будет заниматься волонтерской деятельностью, но на работе, в коммуникации с коллективом, в коммуникации в том же самом студенчестве. Ему будет гораздо проще войти в структуру, найти общий язык с преподавателями, студентами и потом коллегами, если он получит определенные знания именно в волонтерской деятельности. В парке культуры и отдыха имени Черяева благодаря инициативе молодежного центра работает кинотеатр под открытым небом совершенно бесплатно для всех зрителей в пятницу, субботу и воскресенье весь летний период, а с наступлением холодов переезжает в здание молодежного центра. Несмотря на то, что летом основная активность молодых людей происходит на свежем воздухе, в первую очередь в городском парке, помещения молодежного центра не пустуют даже в теплые дни.